средствах массовой информации появился конфиденциальный отчет Министерства иностранных дел Германии о нарушениях прав человека в Китае. Документ, подготовленный Министерством иностранных дел 22 декабря 2019 года, указывает на то, что правительство Китая предпринимает жесткие меры в отношении граждан, в частности мусульман. Согласно докладу, начиная со второй декады 2016 года наблюдается увеличение репрессивных мер, контроля и дискриминации в отношении уйгуров, казахов и других тюрков. По сообщениям государственного канала Германии, ситуация с правами человека в Восточном Туркестане заметно ухудшилась в последние годы. Стало известно, что в Восточном Туркестане была задержана еще одна популярная певица. Согласно информации, полученной родственниками Рашиды Давуд, певицу задержали и отправили в лагерь в рамках политики произвольных арестов, инициированных Коммунистической партией Китая в 2017 году. Также родственники певицы сообщили, что ее приговорили к пожизненному заключению. Уйгурский народный бард Абдурахим Хеид, приговоренный к тюремному заключению до 7 лет, о смерти которого пошли ложные слухи, а также известный актер Адиль Миджит и народная певица Санавар Турсун, были освобождены и снова начали выступать на мероприятиях, организованных Коммунистической партией Китая. 2 февраля в германском городе Билефельд прошла благотворительная ярмарка в честь сирот уйгуров, организованная матерями и отцами-добровольцами из Северного Рейна-Вестфалии совместно с информационно-культурным центром Восточного Туркестана. На открытии ярмарки представители Ассоциации матерей-добровольцев заявили, что всегда будут оказывать поддержку сиротам из Восточного Туркестана. Затем выступил глава Всемирного уйгурского конгресса, принявший участие в программе по приглашению организаторов. Подчеркнув, что уйгуры столкнулись с жестокими преследованиями и геноцидом, Долкун Иса призвал сознательных граждан Турции не жалеть поддержки для народа Восточного Туркестана. Участники программы, количество которых превысило 1000 человек, заявили, что и впредь будут следить за ситуацией Восточного Туркестана. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш заявил, что программа прошла плодотворно и подчеркнул, что подобные мероприятия будут проводиться по всей Германии, а также выразил свою благодарность всем, кто поддержал данную инициативу. Число смертей и заражений новым коронавирусом достигли ужасного уровня. По сообщениям официальных властей Китая, количество умерших достигло 362, число инфицированных превысило 17 тысяч и 521 человек выписаны из больниц. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ху Чуньин заявила, что США намеренно распространяет панику относительно коронавируса. Такая страна, как США, которая обладает мощными возможностями по борьбе с эпидемией, выступает против рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и пытается добиться еще больших ограничений, сказала официальный представитель китайского министерства. Обращаясь к правительствам других стран, Чуньин призвала быть объективными по данному вопросу и не делать поспешных выводов без научного подтверждения. В свою очередь, США стала первой страной, которая запретила своим гражданам посещать Китай и ограничила доступ в страну китайским гражданам. В столице Узбекистана состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и США. На встрече присутствовали Майк Помпео, Мухтар Тлеуберди, Чингиз Айдарбеков, Сиражиддин Мухриддин, Рашид Миредов и Абдулязиз Камилов. Министры обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, стратегического сотрудничества и ситуации в Афганистане. Госсекретарь США Помпео, посетивший Казахстан до приезда в Узбекистан, заявил, что мир должен противостоять давлению Китая в отношении уйгуров и других тюрков.